Московская область, Калужская область, Ленинградская область. И замыкает парад хозяева сегодняшнего турнира сборная команда Тверской области. Это сильнейшие спортсмены России. Уроженец Донского района Якутской автономной Советской Социалистической Республики Федор Матвеевич Обломов ушел служить в Красную армию в сентябре 1941 года. В июле 1944 года снайпер сержант Хлопков уничтожил из снайперской винтовки 429 солдат и офицеров противника, в том числе 9 из них в снайперском единоборстве. Хотим поблагодарить Всероссийскую Федерацию масс-рестлинга за доверие, оказанное, региональную федерацию за организацию данных соревнований. Мы надеемся, что традиция продолжится, эти соревнования будут ежегодно и дальше проходить на территории нашего региона. Ну и, конечно же, всем участникам хочу пожелать побед, хороших поединков, пусть победит сильнейший. Но самое главное, чтобы все получили удовольствие от этих соревнований. Спасибо. Друзья, рад вас приветствовать всех на Тверской земле. И прежде всего от лица президента региональной общественной организации «Олимпийский совет» я хочу пожелать вам в данном сезоне хороших выступлений, чтобы все ваши выступления прошли без травм. А Олимпийский совет Тверской области в своих задачах развития он постарается поспособствовать развитию данного вида спорта, пускай даже он не олимпийский сейчас, но как показывает практика, раньше некоторые виды спорта, они не входили в программу Олимпийских игр, но со временем, когда каждый из нас прикладывал усилия, такие же как мы, спортсмены, представители федерации, и эти виды, они пробивались в олимпийскую программу, пробивались на Олимпийские игры. Я со своей стороны постараюсь помочь масс-рестлингу России попасть на Олимпийские игры. И буду для этого прикладывать все усилия. Спасибо вам большое, всем хорошего дня. Уважаемые участники, тренеры, судьи и гости турнира. От имени потомков двух героев, героя Советского Союза и его супруги, матери героини, позвольте сказать искренние слова благодарности общественной организации Содружества национальных объединений Тверской области, администрации города Ржева, Калинину Владимиру Евгеньевичу. Хотел бы сказать, что каждый регион России должен дорожить и иметь, наверное, свои какие-то символические соревнования. Вот Тверская область, легендарная древняя земля Тверская, имеет турнир имени Охлопского. Это просто замечательно. Это благодаря семье сподвижников и инициаторов всего, это лидеров движения, это семье Калининых. Поэтому моя благодарность им, конечно, безгранична. Я считаю, что на их плечах здесь развивается масс-рестлинг. Замечательных схваток, меньше травм и побольше побед. Спасибо. Красный. Итак,
2-1. Победу одержал тампонский атлет Маджины Эрхан Атаков. Атлеты из Якутии. Судьи. Сергей Петров. На счет 1-0. 2-0. Победу одержал Ариан Мярин. Четвертый. Победу одержал Эрхан Кузьмин, Республика Саха-Якутия. На помост приглашается Максим Лукашенко. Сильно не поможешь, Слава. Напомню, весовая категория до 125 кг. Группа Б. Мужчины до 70 кг. И Давид Петров, лидер, всегда впереди, всегда мы его видим в жесточайших схватках на помосте. Вызывает уважение, я думаю. Прекрасен спорт. 0-0, Атаков Каримов. Победу одержал Эрхан Атаков, Республика Саха-Якутия. Мужчины, пятая группа, весовая категория до 80 килограммов. На помост приглашается Илья Красовский, Тверская область, и Акмаль Сафаров, Москва, Московская. Обещает быть очень интересным. Один 0, Акмаль Сафаров. Победу одержал Акмаль Сафаров, Москва, Московская область. А на помосте опять два якутских Маджины. Ариан Мярин с таким красивым звездным именем. И впереди хорошая посадка, правильная школа якутских спортсменов. Сергей Петров, оба атлета из Якутии. Победу одержал Сергей Петров, Республика Саха-Якутия. И Семен Готовцев, Анатолий Смирнов, Ленинградская область. Лучшие материалы, из них не понадобится материал. Все поединки. Семен Готовцев, Республика Саха-Якутия. На помост приглашаются Хусниддин Илиев, Тверская область, и Альберт Гурьев. Или
1-1. Спорная, наверное. И наши аплодисменты. Интереснейший поединок. Со счетом 2-1 победу одержал Альберт Гурьев, Республика Саха-Якутия. Смена судейской бригады. Красный убирает флаг. Браво, забери на себя, Костя! Один победу одержал Валентин Горохов, Республика Саха-Якутия. Синий выбирает хват. У меня на Костике все силы кончились. Предупреждение синему. Победу одержал Михаил Погорельцев, Калуга. 1-0. Со счетом 2-0 победу одержал Эрхан Кузьмин. Давай, просыпайся, просыпайся. Женщины, третий круг, весовая категория 55 килограммов. Предупреждение. Победу одержала Алена Федорова. Тверская Маслинец, свободная в этом круге.
Итак, на помосте 1-0 ведет Екатерина Фрыгина. Нургустана Ануфриева свободная в этом круге. Готовится Васильева Турчина. Победу одержала Екатерина Фрыгина, Тверская, Москва. После этого мы произведем запись на абсолютки у мужчин и у женщин. Мария Васильева, Республика Саха-Якутия. Победу одержала Виолетта Колодесникова. Слепцов Денис ведет. Победу одержал Денис Слепцов. Эрхан Кузьмин.
Победу в финальном поединке абсолютно весовой категории завоевала Алина Турчина. Итак, финальный поединок в абсолютной весовой категории. Эрхан Кузьмин и Роман Калинин.